Жанна Кадыралина изучает историю репрессированных народов. Она родилась в городе Атырау в Казахстане, окончила педагогический институт. Работая в архиве, Кадыралина нашла документы о народах, депортированных в Атырау. В областном архиве это был период как раз начала 90-х годов, в 92 году, когда начался процесс рассекречивания документов по истории бывшего СССР, и большой пласт документов был открыт по истории политических репрессий. Материалы вызвали у ученой большой интерес, ведь репрессии в советское время коснулись и ее семьи. Изучая документы, она написала 2 монографии об истории депортированных народов. Большие разделы были посвящены, в частности, и крымско-татарскому народу. В Гурьевской области они были размещены в 1943 году, когда началось строительство Гурьевского нефтеперерабатывающего завода. Они находились на казарменном положении, жили в специально отведенном городке, и этот городок был конвоирован, то есть огражден колючей проволокой, и всегда вооруженный конвой стоял. В трудармию в Казахстан прибыли несколько тысяч крымских татар. В первые годы среди них фиксировалась высокая смертность из-за тяжелых условий содержания. В письмах к родным трудармийцы писали о голоде и суровом климате. Конечно, очень трудно читать эти письма, проникаешься болью, сочувствием к таким вот. Действительно, нечеловеческие условия были поставлены бойцы строительных колонн. Вся страна испытывала трудности, а им, трудармейцам, было вдвойне тяжелее. Несмотря на это, трудармейцы упорно работали и даже получали трудовые награды. После снятия комендантского режима многие крымские татары остались жить в Казахстане. Темой репрессированных Жанна Кадыралина занимается по сей день. Она автор множества статей и книг. Сейчас она работает в Государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий. За 2 года работы в Госкомиссии в Казахстане рассекретили почти 2,5 миллиона документов в спецархивах. Работаем с населением, с потомками репрессированных, собираем данные, книгу памяти многотомную выпускаем. Все это нужно для сохранения памяти, это нужно для сохранения единства, преемственности поколений, чтобы все потомки знали о трагедии прошлого, ну и чтобы этих исторических извлекать нужные исторические уроки, и чтобы такие прецеденты в истории не повторялись.